Здравствуйте, дорогие друзья! Благодарю за приглашение в этот консультационный центр. И сегодня у нас будет разговор об одном из самых важных явлений нашей жизни – о слове. Этот разговор бесконечный, потому что слово, как говорится в Евангелии от Иоанна, это сам Бог. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Слово – это часть образа Божьего в человеке. И для того, чтобы нам с вами разобраться в любом явлении, поставить его на место, обуздать его, как говорит апостол Иаков, обуздать свой язык, нам нужно разобраться именно в богословских основаниях, то есть понять истинную веру в отношении этого явления. Библия говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему сотворил его». Что есть этот образ Божий в человеке? Об одном мы уже сказали – это способность говорить. Правда, если мы порассуждаем, например, с нашими детьми, а неужели животные не разговаривают? Тоже разговаривают. Даже письменность у них есть, например, у муравьев, они же оставляют пометочки на дороге. Значит, есть и материальный носитель информации, и танцами пчелки общаются. А чем же человеческое слово отличается от них? А отличается оно тем же самым, чем отличается и человеческий разум. Способность соприкасаться с невидимым миром, с духовным. Способность оперировать абстрактными понятиями. То есть думать и говорить не только о том, что мы чувствуем, видим, осязаем, измеряем, о том, что называется в богословии умопостигаемые сущности. То есть о самом Боге, об ангелах. Секундочку. Почему? Так, способность думать и говорить о самом Боге, об ангелах, о совести, о добре и зле, о вечности, об ответственности, о свободе, о любви. И тут еще одна часть образа Божьего человека – это наша бессмертная душа. Человек вечен. Человек телом умирает, а душа его живет вечно. Поэтому в Евангелии сказано, что за всякое праздное слово даст человек ответ в день суда. За каждое праздное, то есть пустое, ненужное, никчемное слово нам придется дать ответ. У святителя Луки Крымского есть замечательная проповедь на этот счет о том, что слово человеческое никогда не умирает, что оно вечно живет, оно двигается по этому миру, как снежный ком, переходя из одной души человеческой в другую душу. Оно собирает урожай добрых и листых дел. И со всем этим наследием мы действительно встретимся, со всей своей жизнью, со всеми своими словами мы встретимся на страшном суде. Библия настраивает нас и на то, что весь мир сотворен Словом. «И сказал Бог, да будет свет, и стало так. Сказал Бог, да будет земля, и стала земля, и стала трава, и стала зелень, и стали животные, птицы и рыбы». Все в этом мире сотворено Словом Божьим. Словом Божьим небеса утвердившися, и духом уст его вся сила их. Когда мы это понимаем, когда мы приходим к истинной вере, тогда, как говорит Господь, по вере вашей да будет вам. Какая вера, такая жизнь. От веры рождается и нравственность, от веры рождается и семейный уклад, от веры происходит и отношение к работе, ко всему. Все зависит от веры. Еще в одном евангельском месте Христос говорит, что если око твое будет светлое, то все тело твое будет светлое.
не имеющую никакой темной части. Если же око твое лукаво, и тело твое будет темно. Под оком здесь, по толкованию святых отцов, подразумевается наш ум. Ум, который принимает веру, который воспринимает знания, в том числе духовные, отвергает их или складывает в свою сокровищницу и, согласно им, выстраивает свою жизнь. Приведу пример. Обращается человек за помощью. Я ему предлагаю приехать лично, увидеться. И вот отвергая это предложение, он сыплет в ответ оскорблениями, проклятиями, и в том числе и поносит саму веру. А я ему отвечаю: ну а что же ты тогда удивляешься, если там, тело даже болит, если плохо себя чувствуешь? Какие слова, такая жизнь, какая вера, такая жизнь. Будешь злословить, значит, душа будет болеть, и тело будет болеть. Благословляй, и будешь благословлен. Христос, кстати, говорит нам по поводу врагов наших, что благословляйте врагов ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Ведь проклятие, оно разрушает нас самих. Прежде всего разрушает нас самих. Не будь побежден злом, говорит апостол, но побеждай зло добро. Вот благословляйте проклинающих вас. Молитесь за обижающих вас, царящих вам напасти. Так заповедовал Спаситель. Он сам это и сделал, когда мы смотрим на картину его распятия, на то, как он находился на кресте, мы видим, что он молится за своих врагов. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Не осуждает их. И нам тоже всем говорит: не осуждайте, не судите и не будете судимы. Ибо каким судом судите, такими судят вам. Какую меру мерите, такую и отмерят вам. Давайте даться вам меру добрую, нагнетенную, трясенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Вот наш язык – это наша мера. Это наше отношение к окружающей действительности. Мы видим, конечно, много несовершенств, недостатков в окружающей жизни. И если мы к ним будем снисходительны, то, значит, и люди будут к нам снисходительны. Так? Ведь мы даже и детей так оцениваем. Если ребенок, скажем, непримирим, слишком требователен к окружающим, говорим: ну, твоими словами будем тебя и судить, как сказано в Евангелии. Твоими словами, твоими устами буду судить тебя. А если он милосерден, если он прощает, если он с готовностью помогает, значит, он заслуживает прощения. Вот так же к нам относится и сам Господь. Притча, замечательная притча о немилосердном должнике, которому господин, царь, простил, не просто отсрочил, а простил 10 тысяч талантов, огромную сумму золота. И тот не смог простить своему должнику 500 динариев, сравнительно небольшую задолженность. И когда царь об этом узнал, разгневался и посадил его в тюрьму, пока не отдаст всего долга своего. И сказано, что так поступит Отец мой Небесный со всяким, кто не простит брату своему от всего сердца согрешения. Мы видим с вами сегодня много новостей негативных, которые льются на нас с экранов телевизоров, с экранов наших телефонов, из социальных сетей, из интернета. Они настраивают нас на обсуждение и осуждение властей, вышестоящих и так далее. А ведь в Священном Писании сказано: начальствующего в народе твоем не злословь. Не злословь. Чти отца и мать, и благо тебе будет, и долго проживешь на земле. Вот это почтение к родителям, почтение к старшим, оно должно распространяться и на наших родных, отца и мать. Должно распространяться вообще на всех начальников, учителей, ответственных за наше здоровье, за нашу безопасность, и врачей, сотрудников полиции. Мы должны чтить. Чтить тех, кто старше нас по возрасту. Вот если вдруг прилетает в твое поле зрения какая-нибудь новость о том, что кто-то там что-то себе украл, купил, и ты вот осуждаешь этого человека. А ведь может так получиться, что новость-то выдумана. Этого нет на самом деле. Ты не видел эту яхту.
про которую идет разговор. Ты не трогал своими руками эти часы, не знаешь, сколько они на самом деле стоят. Ты не сидел в этой машине, ты не гостил в этом доме, за который этого человека осуждают. Может быть, это все придумано, но ты его осудил, ты этого человека осудил. И поэтому за твои маленькие согрешения ты ведь тоже, кто-то с работы гвоздик унес, кто-то во время рабочего времени там, по своим личным делам переписку, скажем, в социальной сети ведет, кто-то просто чай пьет и разговаривает, тоже кража, маленькая, соразмерная своим полномочиям, тоже кража рабочего времени. И ты будешь осужден за это, потому что каким судом судишь, такими тебя Господь будет судить. Поэтому прекрасный пример, дорогие мои, который мы можем подать нашим детям в воспитании, это не осуждать, показывать пример почтительности. Если мы видим хорошее со стороны правительства, президента, учителя, директора, градоначальника, бизнесмена, похвалить, поддержать, воодушевить, сказать: да, смотри-ка, как много хорошего в нашей жизни. Если мы слышим что-то плохое, сказать: Бог судья, не наше дело. Не наше дело. Если бы мы были прокурорами, если бы мы были судьями, если бы мы были следователями, да, мы должны были бы по должности это дело исследовать, расследовать, дать ему оценку и вынести справедливое наказание согласно действующему законодательству. Но не наше дело, поэтому, как в древности говорили, Бог судья. И тогда мы увидим, что ребенок будет там также относиться, к нам также. Ведь в его глазах, в глазах ребенка, вышестоящий человек, скажем, правитель, да, или учитель, он же выше нас, по своему должностному положению. Да, он имеет эти полномочия. И если мы его осуждаем, вот, допустим, приходит ребенок со школы, что-то рассказывает там про учителя, а родители вот такими бывают недоброжелательным окриком, как бы встречают: да что у вас там в школе, с ума что ли все посходили там, да я не знаю, что там вообще ваша ученица говорит, она ничего не знает. Признаемся честно, бывает в нашей жизни такое. И мы уже подрываем авторитет, скажем, учителя. И тем самым мы подрываем свой собственный авторитет, свой собственный. Во-первых, ребенок не будет уже с тем почтением, благоговением слушать учителя, потому что родители как бы не подкрепил этот авторитет своим уважением. А во-вторых, он будет также относиться к родителю, скажет: ну если вы можете к старшим относиться так, он не скажет это словами, не подумает, значит и я к вам могу относиться так. И как много сегодня мы видим такого непочтения к родителям, непослушания. А ведь послушание — это и есть как раз та самая древнейшая добродетель, из которой строится вся человеческая жизнь. Ведь для испытания в райском саду людям было дано не что иное, как возможность послушания. Была дана заповедь, то есть от слова ведать. Люди должны были ведать, просто Слову Божию верить, о том, что вот с этого дерева не ешьте. Со всех деревьев можете есть, а вот с этого дерева не ешьте. Как только вкусите, смертью умрете. Бог не заставляет, Бог не закрывает как бы забором это дерево. Он дает людям свободу, всем нам дает свободу. Свободу между добром и злом. Но Слово свое исполняет. Поэтому то наказание, которое было обещано Адаму и Еве, оно пришло на них, пришло на всех нас. И все наши войны, болезни, смерть даже сама, землетрясения, голод и прочие бедствия – это все следствие нашего непослушания. И тем прекраснее пример послушания, который нам являются святые, который нам является Пресвятая Дева Мария, Пресвятая Богородица. Она является пример полного послушания Богу. Полного. Ни одной нечистой мысли, ни одного грязного слова, ни одного скверного дела. Она вся в молитве, она вся в посте, она вся в изучении Священного Писания, она вся в Божьем Слове пребывает, она вся в чистоте. Нам надо так растить детей, нам надо не бояться, не стесняться их, ходить в храм, почаще бывать на службе, ездить в монастыри, читать с ними вместе детскую Библию, обсуждать это, оберегать их от сквернословия, вообще от всяких скверных дел. Именно поэтому к ней, видя ее чистоту, является архангел Гавриил с радостной вестью, что ты родишь сына, и нарекут ему имя Эммануил,
что означает с нами Бог. И она только уточняет, спрашивает, как же это будет, если я мужа не знаю. И он открывает ей эту тайну, что сила Вышнего найдет на тебя и осенит тебя. Дух Святой найдет на тебя, сила Вышнего осенит тебя. Потому и рождаемая святая и наречется Сын Божий. И она в ответ говорит слова, полные бесконечного смирения и доверия Божьим промыслу. Все раба Господь. То есть вот я раба Господь. Она даже не выражает какого-то горячего желания. Она не выражает отказа, не выражает страха. Я раба Господь. Да будет мне по слову Твоему. Да будет мне по слову Твоему. Вот видите, Слово Божие – это совершимость, как говорит святой Иоанн Кронштадтский. Не останется бессильным у Бога никакое слово, никакой глагол Божий не возвратится к Нему тощ. Тощ, то есть худ, не исполнен, потерян. Всякое Слово Божие обязательно исполнится. И происходит то самое чудо, которое мы с вами празднуем в замечательном весеннем дне, 7 апреля, который носит у нас название праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, говорит Иоанн Богослов, Боговидец, потому что он видел Иисуса Христа и вместе с другими апостолами познавал день за днем, что в Нем, вот в Его человеческой природе, в Христовом теле, что в Нем обладает, как скажет потом апостол Павел, вся полнота Божества телесного. Что Бог пришел в наш мир, что Бог сделался человеком, чтобы явить нам в пределе, в максимуме свой образ, то, как Он задумал нас изначально, то, чем должны были стать Адам и Ева, но не стали вследствие своего непослушания, и то, чем можем стать мы. То есть мы можем уподобиться Богу, каждой в своей степени. Вслед за Христом мы идем на Голгофу, на путь своих испытаний, страданий. Мы поднимаемся с ними на фавор, видим их преображение, то есть видим божественные чудеса и утешения в этой жизни. И вместе с ним мы воскресаем. Он воскресает от смерти. Душа наша, слыша Слово Божие, она воскресает от греха. Она избавляется от греха. Воскресает для жизни с Богом. И в нас невидимо, как говорят святые отцы, в нас невидимо зачинается Христос. Через таинство Святого Крещения в нас зачинается Христос и растет в нас. Как малыш растет в теле матери, так же и Господь растет в нашей душе покаянием, принятием святых тайн Христовых, святым причащением, добродетельной жизнью по евангельским заповедям. Он растет в нас для того, чтобы, как и сам Бог воскресил Христа из мертвых, так, как говорит апостол Павел, Дух Божий, живущий в наших смертных телах, воскресит из нас, из мертвых, веру в Иисуса Христа. Вот этим послушанием Христа, на празднике Богородичном мы всегда об этом читаем из послания филиппийцам, быв послушен даже до смерти же крестной. Вот этим послушанием Иисуса Христа мы восходим на небеса. И мы тоже должны быть послушны. Послушны Богу, должны трепетать перед Его словами. На кого воззрю, сказано в Ветхом Завете у пророка, как Бог говорит. На кого воззрю, то есть на кого посмотрю? Только на кроткого и молчаливого, трепещущего словес моих. То есть человек должен стать кротким в буквальном смысле коротким, не лезть в чужие дела, никого не раздражать, ничем не раздражаться. И он должен стать молчаливым. Что такое молчание? Молчание, вот, в аскетическом смысле, это не пустота. Молчание – это внимание. Внимание. Потому что когда мы говорим, а тем более, когда мы болтаем, говорим впустую, мы не можем слушать свое сердце. Мы отвлекаемся от своего сердца. А молчание – это такое состояние ума, сердца, даже если оно связано с говорением, когда ты слушаешь себя, слушаешь свою душу. Как твое сердце откликается
даже на произносимые тобой слова. Ты говоришь и слушаешь. Не сжимается ли оно, не холодеет ли оно. И тогда сам Господь тебе будет подсказывать через сердце. Вот скажи это, скажи то. Даже в воспитании детей. Надо, в сложных ситуациях надо обращаться к Господу с молитвой. Как поступить? Не знаю. Сложная ситуация, Господи, пропустить мимо глаз или наказать, вот какие слова сказать, покрыть это просто любовью, снисхождением или наоборот спросить по всей строгости, подскажи, вразуми и слушай свое сердце. Вот задав такой вопрос, так сказать, к небесам, слушай свое сердце, и Господь не оставит искреннюю молитву без ответа, Он обязательно положит на сердце правильное решение. Потому что мы делаем ведь это дело не для себя. Мы должны воспитывать детей не для себя. Не для своей старости, не для своего удовольствия, не для государственных интересов, не только лишь для своей радости. Радость – это награда за воспитание детей, но это не цель. Мы воспитываем детей для Бога, для Царства Небесного, для вечной жизни, для спасения. И поэтому здесь мы с Творцом должны быть соработниками, сотрудниками. Мы вместе с Ним делаем это дело. Он дает свое благословение, мы вступаем в брак, рождаем, вынашиваем, выкармливаем ребенка, воспитываем его, даем ему свободу, отпускаем его в самостоятельную жизнь, чтобы на страшном суде сказать: все аз и дети, которых мне дал Бог. То есть вот я и дети, которых мне дал Ты. Еще есть интересное, кстати, место вот, в Новом Завете, раскрывающее эту мысль о том, что когда вас приведут на допросы, Господь предупреждает, что все христиане, они будут гонимы и мучимы за веру в Него. Говорит, когда вас приведут перед начальствами и властями, не заботьтесь, как или что говорить, но Святой Дух научит вас в тот час, что подобает сказать. Что же это за состояние такое, водимости Святым Духом? Дело в том, что одна из болезней нашего современного общества, современного человека – это приоритет разума, разумной такой рациональной жизни. Разум должен быть, но у нас приоритет такой расчетливости, от которой рождается самоуверенность. Ведь разум очень тесно связан с тщеславием. Когда человек считает себя умным, то он, как правило, этим гордится. Апостол Павел предупреждает, что если ты что-то в кавычках знаешь, то ты еще ничего не знаешь, то, как следует знать. То есть, если ты в чем-то уверен в своих знаниях, то ты не знаешь главной истины, о которой еще Сократ говорил до Христа. Не знаешь, что я ничего не знаю. Нет этого смирения. А когда мы обращаемся к Богу, мы становимся как дети. Мы понимаем Его всемогущество, мы понимаем Его благость, мы понимаем Его высоту. И все наши знания, вся наша убежденность по сравнению с Ним – это очень слабенькая база. И мы живем в доверии к Нему, Господи, сам сотвори, сам соверши. Без Него мы даже молиться не можем. Святой Дух научит нас молиться воздыханиями, не с глаголами, так сказано в Священном Писании. Он учит нас. Сам во мне молись. В молитве одного из русских святых есть такие слова: Господи, сам во мне молись. Вот. Поэтому, вот, смиряясь перед Богом, давая Ему как бы место в своей душе, мы действительно ожидаем наставления Святого Духа, что нам подобает сказать. К этому совету надо прибегать. И не только в общении с детьми, а в решении вообще любых вопросов важных, серьезных, в семейных делах, в решении служебных затруднительных ситуаций, в разговоре с подчиненным, в разговоре с начальником, в разговоре с человеком, который просит у тебя совета. Всегда это надо сопровождать молитвой и даже говорить со смирением, с сознанием того, что никто из нас, даже имеющий прекрасное духовное образование и огромный опыт молитвенной жизни, но он не может быть выражением истины полным. Потому что всяк человек, сказано, ложь. Един безгрешен – это Спаситель наш Иисус Христос. Поэтому Святой Дух наставит нас на всякую правду. Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, и как Тебе всяк душу мою. Дух Твой благий наставит меня на всякую правду.
Дух твой благий наставит меня на землю праву. Простите, поправлюсь в этих словах псаломских. Дух твой благий наставит меня на землю праву. Теперь мне хотелось бы обратить ваше внимание на одну чрезвычайно распространившуюся болезнь нашего языка, современного русского языка. Она действительно как лишай или как опухоль заполнила язык. И эта болезнь разрушает язык. Что это за болезнь? Это болезнь мат, матерная брань. Интересно, что по социологическим опросам чаще или реже матом пользуются примерно 65% наших соотечественников, то есть 2/3. Запомните эту цифру. Дело в том, что отношение распадающихся браков к числу заключенных составляет примерно столько же. Я думаю, что это не случайно, потому что мат – это как раз слова, оскверняющие семью. И что иное. Всего 3 слова лежат в сердцевине русского мата, и они как раз в оскверненной, в кощунственной форме изображают, что же, изображают тайну любви, тайну соединения мужчины и женщины в брачном союзе, в результате которого на свет появляется ребенок. Это любовь, и она должна быть тайной. Любовь нельзя вытаскивать наружу, нельзя ее валять в грязи. Если ты так будешь делать, скажем, со свадебным платьем, конечно, оно не будет уже праздничным. Поэтому любовь, она должна охраняться благоговением тайны, благоговением молчания и целомудренными словами. Вот, если мы это сами поймем, то мы сможем это детям объяснить. Но для того, чтобы им объяснить, мы должны сами для себя твердо, раз и навсегда решить, что я никогда ни в компании, ни вдали от ребенка, ни на рыбалке, ни в курилке, я нигде никогда не буду произносить этих матерных слов. И только тогда вот от глубины души, от своей убежденности я смогу сказать своему сыну, своей дочери, когда он подойдет к тому возрасту, когда он идет в школу, или кто-то у них в классе, допустим, начинает такими словами пользоваться, я тогда смогу его пригласить на разговор, приобнять, сесть не спеша и объяснить, почему есть на свете вот несколько слов, которые нельзя произносить. Ибо этими словами ты оскверняешь маму, папу, бабушку, дедушку, прадеда, который умирал за тебя на полях Великой Отечественной войны. Ты оскверняешь землю мать. Она ведь тоже, как мама, рождает нам продукты, злаки, фрукты, овощи. Ты оскверняешь Пресвятую Богородицу Мать. Мы ее называем Всепетая Мать, она мать всем христианам. Господь сказал: «Все мати твоя», Иоанну Богослову, когда висел на кресте. Ты оскорбляешь самого Бога, ведь Бога мы называем Отцом. Бог – это Отец, от которого именуется всякое отечественное на небесах и на земле. И любой, кто на этой земле, сказать, носит имя Отца, в самом широком смысле. Это и отцы-командиры, и отцы в науке, и отцы города, и священник-отец, и патриарх как отец, и царь-батюшка, и твой крестный, и мы, и приемный отец, и земля. Вот все мы имеем свой статус родителей, творцов, защитников, потому что нам Бог его даровал. Поэтому мат – это антимолитва, это борьба против Бога. Словесная борьба, оскорбление Бога. И скажи, пожалуйста, малыш, если вот в эту чашку налить помои или бензин, а потом ее помыть, но будешь ли ты с нее пить, будет ли тебе это приятно? Конечно, нет. Но будет ли мне приятно получать от тебя поздравления, поцелуи, нежные слова? Будет ли приятно твоему ангелу-хранителю, твоему святому, самому Богу слышать слова, которые исходят из твоих уст, если прежде из этих уст, там тайком за гаражами, в компании одноклассников, из этих уст исходила вот эта скверная, бранная речь? Ответ очевиден. Знаешь ли ты, что за это раньше наказывали палками? За это публично пороли на площади розгами? Знаешь ли ты, что за это и ныне могут посадить на 15 суток под административный арест или наложить штраф даже до 5000 рублей за оскорбление других людей или как за мелкое хулиганство? Знаешь ли ты обо всем этом? В Ветхом Завете было сказано: устами нечестивых
разрушается град, а благословением праведных, устами нечестивых разрушается град, а благословением праведных рождается или возвышается, надо уточнить фразу, простите, выскочила немножко. Сам город воспринимает наши слова. Посмотрите на наши стены, посмотрите на наши улицы, посмотрите на землю под нашими ногами. Сколько под ней вот валяется, бывает, грязи, бумажек, пакетов, исписано похабными словами, исписаны стены, иногда даже новых, отремонтированных домов. Разве это все не оскорбляет нас? Разве это не варварство? Оно ведь происходит от слов, какие слова, такая вера, такая жизнь, такая душа. От избытка сердца глаголят уста, от избытка сердца. Сердце переполняется добром или злом. Ты складываешь туда добро, оно переполняется добром, и добро выплескивается через твой язык. Сердце, если ты складываешь туда обиды, осуждения, злобу, оно будет переполняться, и в критический момент ты скажешь именно эти слова. Поэтому добрый человек из доброго сокровища свое, по слову Господнему, износит доброе, а злой человек из злого сокровища свое износит злое. От избытка сердца глаголят уста его. Дерево познается по плоду, правда, ведь с репейника не собирают смоквы. Также и как вы можете творить добрые дела чисто. То есть, если ты не обуздал свой язык, если ты не научился говорить всегда правду, если ты не научился говорить всегда чисто, если ты не научился говорить емко, немногословно, целомудренно, если ты не научился слушать, если ты слушаешь для того, чтобы ответить, а не для того, чтобы понять, если ты не научился этому, то как ты сможешь сделать доброе дело? К чему не прикоснется человек с таким лукавым, чистым сердцем, все будет в его руках разваливаться. Вспоминаю, как одного человека говорила некая женщина верующая, что он разрушитель. Потому что какое дело не возьмется, какой документ не будет оформлять, какой груз не повезет, обязательно все пойдет кувырком, потеряется, разрушится и так далее. Такое сердце, такая душа. Но для того-то ведь, милые мои, пришел Господь на землю, чтобы нас очистить, чтобы открыть в нас вот эти живоносные источники веры. Как много в Священном Писании, в Новом Завете, как много этих сюжетов, и как много их параллелей как в нашей жизни. Каждый день они происходят на земле, когда Господь говорит: «О, женщина, велика вера твоя, будет тебе по слову твоему». Это про хананеянку, которая просит настойчиво, смиренно. Господь ее отвергает, а она признает себя недостойной получения даров от Бога и говорит: но ведь и псы едят крупицы со стол Господ. И Господь говорит: о, женщина, велика вера твоя, будет тебе по слову твоему. И исцеляется дочь ее, одержимая, бесноватая, в тот же самый момент. Это римский сотник, у которого лежит слуга и болеет, и он посылает старейшин иудейских к Господу, чтобы позвать его прийти исцелить. И уже когда Христос идет, он как бы в таком неком благоговейном страхе говорит: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но только скажи слово и исцели тут. Потому что я начальник военный, я говорю своим воинам: пойди туда, идет, сделай это и сделай, только скажи слово. И Господь, когда ему доносят эту весть, он в изумлении говорит окружающим: и в Израиле я не нашел такой веры. И исцелился отрок его в тот же самый миг. Вот видите, наша вера, наша молитва, наше слово, как выражение нашей молитвы, как общение с первообразом, то есть с Богом Словом, как наше общение тварных существ, сотворенных, несовершенных, со своим первообразом, который совершается через Слово, через нашу веру, оно действительно совершает, созидает нашу жизнь. В этом смысле мы можем сказать, что, например, молитва за усопших – это ведь тоже слова. Тоже слова. Мы просим, человек уже умер, но мы понимаем, что его участь, если он был далек от веры, что она не сладкая, что ему не хватает этой любви, которой он лишен. Но мы просим за него. И как бы любовь, вот она истекает, знаете, вот
мы показываем свою веру, свое отношение к Господу. Да, он уже не может сам каяться, он не может сам уже принимать твои тайны. Но по нашей вере подай ему утешение. И сколько таких случаев, что даже мы явственным образом удостоверяемся в действенности нашей молитвы за усопших. Можно сказать, что мы не просто даже просим у Бога, хотя это само собой. Мы, можно сказать, строим вот эти вот отношения. Словом созидаются отношения. Словом можно убить. Словом можно спасти. Словом можно полки за собой повести. Словом можно продать, предать и купить. Словом можно разящий свинец перелить. Много замечательных есть стихов о слове. Хорошо бы нам их перечитывать, учить, рассказывать вместе с детьми, чтобы научиться вот этой величайшей мудрости, мудрости владения своим языком. Наш разговор с вами, дорогие друзья, он воистину неисчерпаем. Потому что слово – это жизнь, слово – это любовь, слово – это отношения, слово – это сам Бог. Поэтому давайте, вот, приближаясь к концу, мы просто обозначим еще отдельные моменты, на которые нам надо обратить внимание, самостоятельно почитать, подумать, поискать эти ответы. Например, слова о любви. И слова загадки, слово пол, брак, семья, поцелуй, верность, невеста, супруги. Вот то, чем описывается настоящая любовь, целомудренная, не та свободная и похотливая любовь, о которой говорят в некоторых передачах, и мы видим ее в окружающем мире, а настоящая, чистая, та, которая сказана сильна, как смерть, которая долго терпит и милосердствует, и не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. А что означают эти слова? Почему словом брак мы называем и супружеский союз, и пол, по которому ходим? Почему поцелуй может быть целомудренным? Что не должна знать невеста, неведущая невеста? Много тут тайн, загадок о любви. Я думаю, что мы можем свою семью, свое родительство и свою дружбу, и вообще все, что связано с любовью, мы можем сделать намного богаче, красивее и глубже, если мы будем вдумываться в используемые нами слова. Слова о любви, о семье, они всегда особенно глубокие, особенно священные. Я посоветую вам лекции, книги замечательного филолога, любителя слова Василия Ирзабекова, Василия Давидовича Ирзабекова, азербайджанского происхождения, но очень любящего и прекрасно знающего русский язык. Он так и говорит: русский язык как Евангелие. Потому что русский язык, он вырос из богослужебного, из церковно-славянского языка. И в нем, даже в слове «семья», для примера я вот сейчас с вами его разберу, действительно светится нам Евангелие, светится тайна Божьей любви. Слово «семья» происходит не от числительного «семь», от местоимения «я», а от понятия «семя», которое дает новую жизнь, новый плод. И вместе с тем, чтобы дать эту новую жизнь, оно должно умереть, оно должно принести себя в жертву. Как картошка, когда мы видим, да, в земле, как она разлагается, чтобы принести новый урожай. А ведь это как раз духовное понятие. В Евангелии от Иоанна мы прочитаем, как Иисус Христос накануне своего распятия говорит, что семя, пшеничное зерно, которое пойдет в землю, если не умрет, то не даст никакого плода. И только когда умрет, даст большой плод. Вот так же и мы. Чем больше мы отдаем, чем больше мы отказываемся от себя, чем больше мы жертвуем, чем больше мы дарим окружающему миру, тем больше мы приближаемся вот к этому самому благостному, великому состоянию, которому нам всем так не хватает, к жизни в любви. Мы заговорили о земле, о любви. И хочется напомнить о том, что
не только люди с нами связываются словом, не только сам Бог, а весь мир. Помните, есть поговорка «доброе слово и кошке приятно». И действительно, и даже животные, домашние, не только домашние, понимают наши слова. В житиях многих святых найдите их, почитайте вместе со своими чадами. Преподобного Серафима, преподобного Сергия, преподобного и Герасима Иорданского и многих других. Есть замечательные примеры о том, как они приручали диких львов, медведей, о том, как они вызывали дождь, как пророк Илья, например, как они укрощали бури, как сам Христос. Умолк, не перестали, и буря останавливается. О том, как они, допустим, молитвой своей приумножали монастырские амбары и житницы. То есть весь мир понимает человеческое слово. Ведь человек – это, так сказать, представитель Бога на земле, в этом материальном мире. Он и должен был изначально соединить своей благостью все здесь, привести к Богу. Об этом нам говорит книга Бытия, о том, как Адаму было дано задание нарекать имена животных. Стал Бог приводить к нему зверей и птиц, и смотреть, как он их назовет. Вот эта способность называть, да, давать имя, это глагол «иметь», то есть обладать определенной властью, это как раз вот наши слова. Ученые убедились о том, что семена прорастают по-разному. Верующие люди это всегда знали. Наука только сейчас подходит к этому пониманию, о том, что если благословить семена, они прорастают лучше, если их проклясть, они дают меньшую схожесть. Что такое святая вода? Это вода, над которой произнесена молитва, которая благословлена, в которой погружен крест Христов с троекратным молитвенным пением. Ну, а, соответственно, мертвая вода – это вода, над которой произнесено проклятие. Молились всегда, когда приступали к работам, когда собирали урожай. И земля, и насекомые, и растения даже растения, и цветы, и деревья. Все понимает наше слово. Это огромная ответственность наша. Тому великое множество примеров. Слово – это красота, слово – это песни, слово – это стихи, слово – это книги, слово – это фильмы. Поэтому, как мы говорим, такое вокруг нас созидается атмосфера. Словом можно нарисовать красоту, душой можно нарисовать красоту. Слово – это наша культура, это народное единство, это наша история, это наша память, это наши святыни. И в этом смысле мы должны и доброжелательно относиться к другим культурам, потому что русский народ воспитанный на словах Христа, что да будут все едины, да уверуют в мир, что ты меня, Отче, послал, как ты во мне и я в тебе, и мы с тобой едины, так и они да будут в нас едины. Вот русский народ, воспитанный вот этим порывом любви, неслиянного единства, он как раз ведь и смог соединить под своим крылом самые разные народы, не отнимая у них свой язык, а позволяя им сосуществовать, как иконе народу нашему, позволяя им сосуществовать в своем историческом потоке, сохраняя свою культуру и вместе с тем становясь с ним едиными. Это и есть любовь. Быть едиными и оставаться при этом разными. И вот говорю, что принимая доброжелательно лучшие проявления зарубежной культуры, иностранной культуры, мы вместе с тем должны беречь. Мы должны беречь свой язык, свое слово, беречь от того, чтобы не называть попусту заимствованными словами то, что и может называться нашим исконно привычным добрым словом. Ну, не знаю, как вам, мне, например, когда ведущего по непонятным причинам называют модератором, мне всегда немножко не по душе. А обсуждение форумом тоже не вполне это понятно. Родная речь – живой воды родник, питающий страницы лучших книг. И тем ценней святой ее глоток, что травит, загрязняет наш исток. Родная речь – вселенская река, где ручейки любого языка в живую ткань, как нити, вплетены, и переплавлены, и преображены. Мы, как Христа, обязаны сберечь родную душу и родную речь.
стихотворение Андрея Логвинова. Поклонен за эти добрые слова. Конечно, я хотел бы больше всего, чтобы вы становились ближе именно к духовному истоку православной веры, как истоку истины, как единственному, полному, безусловному выражению всякой истины. И именно тогда, через молитву, человек и обретает ту духовную силу, которая позволяет ему управлять своими устами и даже своими мыслями, и даже вот эту темную часть нашей души, которую мы называем подсознанием, и даже ей овладеть, чтобы не осталось никакой части темной. Богослужение всегда начинается со слова «благословен», «благословен Бог». Бога мы называем благим словом, «благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа». Чтобы вы знакомились с житиями святых, как они, некоторые носили камушек во рту, чтобы не болтать попусту. Некоторые брали на себя подвиг молчальничества, отшельничества, столпничества, затвора, чтобы научиться беречь душевную теплоту. Душа как баня. Чем больше открываешь двери, тем она становится прохладнее. Которые учили наизусть Священное Писание, псалтырь многостраничную и Евангелие, и говорили только словами Библии, чтобы не согрешить языком. Чтобы вы приходили на службу Великого Поста, потому что именно там мы с особенной глубиной задумываемся над этими библейскими строчками. «Положи, Господи, хранение устам моим и дверь ограждения о устах моих». Вы читали святого Иоанна Кронштадтского, как много он говорит о силе слова, совершимости слова, о том, что слово – это жизнь. Глаголы, которые я вам говорю, это духи жизни, разъясняет нам эти слова Христова. Чтобы вы обращали внимание на заповеди. Заповедь Бог заповедает, чтобы мы ведали, чтобы мы знали. Не лги, не произноси имя Божие напрасно, чти отца и мать. Не кради, бывает кража и словом. Приходили на исповедь. Когда мы приходим, мы исповедуем Богу, то есть поведуем Ему, сообщаем Ему наши грехи. Он и так их знает. Но сам факт, что мы пришли, сам факт, что мы сказали, это и есть наше смирение перед Ним. Иногда мне священник читает молитву, и словом разрешаются, то есть развязываются, разрубаются, исчезают наши грехи. Я недостойный рей, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих, говорит священник в этой разрешительной молитве, чтобы вы причащали святых Христовых тайн. Хлеб и вино, благодати Святого Духа становятся телом и кровью Христовыми на богослужении, на божественной литургии. Священник их благословляет, притворяет материю этого мира, пищу, притворяет в пищу божественную. Чтобы вы интересовались богословием. Богословие – это слово о Боге, и Библией, и трудами святых отцов, и благословляли всех, и родных, и врагов, и детей благословляли, провожали крестным знаменем, и с благословением встречали. И чтобы эти слова были не только житейской вежливостью, а словами духовными, с Богом, ангела-хранителя. Пусть Господь тебя хранит, благословенного дня тебе. Никакое гнилое слово да не исходит из уст твоих. Такие вот краткие поучения, сопровождаемые ребенка, они ведь живут в его душе и укрепляют ее, согревают, так сказать, любовь от нас передает ему. Ну и не говорили, конечно, таких холодных фраз, как там, твои проблемы, там, невыносимый мозг и так далее, которые как вирусы сегодня иногда заполняют нашу речь. Почему? Потому что действительно это паразиты. А паразиты появляются там, где по каким-то причинам ослабевает исконный иммунитет. Будем избавляться от этих паразитов. Ну и так далее. Вы знаете, вот множество у меня еще замечаний, предложений, заметок, записок. Но давайте мы будем с вами едиными. Давайте мы будем продолжать этот диалог. Все не расскажешь, даже и за 45 минут, и за 45 часов все не расскажешь. Будем говорить кратко и твердо, будем цельными и будем общаться. Встречаться на службе, встречаться в духовной беседе, встречаться здесь, встречаться на улице.
обращаться друг к другу напрямую, делиться теми духовными открытиями, которые нам дарит жизнь, и встречаться в мире небесном, встречаться в молитве, собираться вокруг чаши, собираться вокруг заповедей Христовых. Тогда мы действительно будем едины, мы будем друг друга понимать, мы будем единомысленны. И эта любовь, осуществившаяся в нас, она и преобразит весь наш мир. Она исцелит наших детей, она благословит их на великие свершения, она очистит и украсит наши города, исправит наши дела, и Господь да будет с нами. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Действительно, Господь будет царствовать в нас. Благодарю вас, дорогие мои, дорогие друзья, за эту беседу. Дарю вам благо, дарю вам это благое слово, свою благодарность, свою признательность. Она тоже соединяет нас друг с другом и с Богом. Прочитайте, пожалуйста, домашнее задание вам. Евангелие от Луки. Притча, не притча, а история об исцелении 10 прокаженных. 10 прокаженных исцелил Христос, но только один вернулся поблагодарить. Поэтому только один не услышал. Вера твоя спасла тебя, иди в мире. Я вам дарю это благое слово. Я прощаюсь с вами. Слово «прощаю» означает просьбу о прощении. Безусловно, не могу быть совершенным в своих речах. В чем-то ошибаюсь, что-то важное не сказал, забыл, что-то наоборот лишнее, в чем-то повторился, может быть, где-то и нотка осуждения в адрес чьей-то прозвучала. Простите меня за это, покройте своей любовью. Англичане, когда прощались, говорили goodbye, но подразумевали под этим God be with you. God be with you. То есть Господь да будет с вами. И мы сегодня, хоть и позабыли исконное значение слова «спасибо», но сейчас мы его с вами вспомним. Это молитва. Спасибо Богу. Желаю, чтобы Бог спас вас от всякого слова лукавого и наполнил ваши уста правдой, добром, благословением, силой и совершенностью слова. Господь да будет с вами. Божье благословение да будет с вами во имя Отца и Сына и Святого Духа. До новых встреч.